З відкриттям ринку землі ризиків насправді стає дещо менше, тому що ми зараз бачимо процвітання подальше тіньового ринку, купівлі-продажу земель сільськогосподарської, і відповідно врегулювання цього питання і виведення в білу легалізація цих всіх відносин фактично було також однією із цілей і завдань законопроекту, який був прийнятий 31 березня. Звісно, що є ще нюанси, які потрібно допрацьовувати. І, зокрема, в порядку денному Верховної Ради є ряд законопроєктів, які йшли цілим пакетом земельної реформи, і їх також потрібно прийняти для того, щоб склалася цілісна картина регулювання земельних відносин. Лише тоді дійсно буде приведено у відповідність всі норми, і з 1 липня ми отримуємо більш-менш нормальний обіг сільськогосподарських земель. Пане Михайле, те саме питання до вас. Чи бачите ви ризики? Ну, мы как раз риски видим, и в этом плане не случайно, что и Министерство, и Верховная Рада проводят соответствующую работу. И опять же, речь идет, наверное, прежде всего на данный момент о уже упоминавшемся законопроекте создания фонда гарантирования кредитов. В чем проблема? Ну, в чем-то я соглашусь с коллегами, да. Первое, особенно если мы говорим о малых фермерах, они действительно финансово неграмотные, очень многие. У них нет нормальной отчетности. И это не так просто для них сделать эту отчетность, потому что не просто налоговая отчетность, это финансовая отчетность. Они должны стать прозрачными для банков, банки должны понять, как они работают, какая у них бизнес-модель. Потому что банку, в принципе, неинтересно кредитовать просто под залог, да, когда ты не знаешь рисков своего контрагента, не понимаешь, вернет он тебе за счет бизнеса или не вернет, и ты гарантируешься только залогом. Почему неинтересно? Потому что тогда у тебя будет большой объем дефолтов, или то, что называют непрацующих кредитов, non-performance loan, и у вас будут большие, как у банка, большие затраты на то, чтобы взыскивать, продавать и так далее. Это не бизнес для банка. Вот. Поэтому, с одной стороны, то, о чем говорили коллеги, о том, чем идет дискуссия в Министерстве и Верховной Раде, это действительно нужный законопроект, но его будет недостаточно. Это первая часть. Вторая часть. Вот если мы говорим именно о самых маленьких, то у них проблема в том, что даже когда они покажут свою финансовую отчетность, и банки в нее посмотрят, скорее всего, посмотрев в нее и убедившись тем, что цифры правильные, они примут решение не кредитовать. Почему? Потому что, понимаете, когда у вас хозяйство на 50 гектаров везет зерновое хозяйство, не теплицы, там, не ягоды, а зерновое хозяйство, то, в принципе, у него будет не очень хороший финансовый показатель. И мы это уже видим последние годы, когда многие небольшие хозяйства стали жаловаться, что они не в состоянии работать в общих конкурентных условиях. То есть они не в состоянии платить такую же арендную плату, такие же налоги, все то же самое, и при этом как бы успешно сводить концы с концами. По одной простой причине – это мало. То есть если вы занимаетесь зерновым хозяйством, у вас должен быть масштаб. Если вы, естественно, если у вас теплицы, то да, 50 гектар более чем достаточно. Поэтому здесь встает вопрос еще и в том, а что будут делать эти малые хозяйства, да? И по большому счету мы стоим перед очередным вызовом. Нам нужно переориентировать многие малые хозяйства на другие виды бизнеса. Вот. А для этого нужны инвестиции. Просто приведу один пример. Да? Там, условно, ожидаемая стоимость гектара земли – это порядка там, $2000. Да? Угу. Я знайшла інформацію, от Роман Лещенко каже, що це може бути $1000 за гектар. Нет, понятно. Я же сказал, около. Наверное, на старте будет 1,5, какая-то земля будет 1000. Там ожидается, что через какое-то время выйдем на 2. Это оценки. Эти оценки не могут... Точность оценок, она априори как точность оценок. Никто сейчас не получится сказать, что будет именно вот так. Да? Вот. Но тем не менее, порядок, видите, он совпадает. Так вот, а
ваши вложения в тот же гектар, если вы там хотите ягодник сделать, это 10 тысяч долларов. Ну, грубо, опять же. Там кто-то со мной будет спорить, может, чуть больше, может, чуть меньше. Но просто сопоставьте порядки. И, соответственно, для того, чтобы вот этот малый фермер смог перейти от того, что он 50 гектар засевает там кукурузы, к тому, чтобы он там начал вести хозяйство, пускай не на всех 50 гектарах, там более высокоинтенсивное, да, ему нужны затраты, которые больше, чем то, что ему потребуется на покупку всей его земли.